Более половины молочной продукции, поставляемой в интернаты, садики, школы и больницы Коми, не соответствуют ГОСТу, заявили сегодня представители Россельхознадзора. В молоке и сыре обнаруживаются растительные жиры и неучтенные добавки. Все это не может положительно сказываться на здоровье потребителей. Та же ситуация с рынками. Их захлестнул фальсификат. Случаи нарушений за последние годы выросли кратно. И это, между прочим, на фоне снижения нагрузки на бизнес. Срочно требуется ужесточить законодательство в части безопасности качества пищевой продукции, считают в надзорном ведомстве. Во втором квартале были отобраны пробы молочной продукции. И по результатам исследований, нам поступили протоколы. Картина удручающая, потому что из того сыра и масла сливочного, которые отобраны были в бюджетных учреждениях, везде идет фальсификация. То есть из 4 проб масла, все 4 пробы масла фальсифицированы. Из 4 проб сыра, которые отобраны в бюджетных учреждениях, тоже все полностью фальсификация. И бороться с этим очень сложно в рамках законодательства, добавляет уже руководитель Россельхознадзора. Так, надзорный орган не раз пытался привлечь к ответственности одного недобросовестного производителя, но это ничем не мешало работать ему дальше. А с поставщика некачественной продукции вообще спрос маленький. Те поставщики, которые непосредственно осуществляют поставку, не несут никакой ответственности вообще. То есть мы пытались привлечь их к ответственности, выходили с судебными соответствующими исками, и суды нам отказывают. Говорят о том, что поставщик не имеет ответственности перед, грубо говоря, вот тем бюджетным учреждением, которое он накормил фальсификатом. Он якобы является сам жертвой обмана, поскольку вся продукция сопровождалась документами, и он якобы не знал о том, что производитель недобросовестный. Но при этом довольно странная тенденция. У нас из года в год фигурируют одни и те же поставщики, одни и те же производители. Впрочем, выход есть. С 1 июля для производителей введена обязательная электронная сертификация. Это позволяет инспекторам отследить путь продуктов от сырья до склада готовой продукции. При такой прозрачности фальсификат, кажется, не должен уйти в оборот. Но не весь. Опять же, готовую молочку из обязательного перечня пока исключили.